Чтобы утро было добрым, нужно больше улыбаться, ни о чем плохом не думать и просто жизнью наслаждаться. А для полного счастья встречать его вместе с «Утро Якутии». Желаем вам насыщенного и хорошего дня. Давайте скорее просыпаться и настраиваться на позитив. На календаре 13 октября, четверг. Сегодня в нашей программе вместе с юристом Нюргуном Ефремовым мы поговорим о кредитных каникулах, каким гражданам они полагаются. Во Всемирный день зрения не обойдется и без беседы с офтальмологом. Поэтому задавайте интересующие вас вопросы нашим гостям по номеру, который видите на своих экранах. В рубрике «Моя профессия» нас ждет знакомство с врачом-эмбриологом. А в завершении эфира познакомимся с репертуаром кинотеатра «Лена». Пишите, не забывайте о нашем способе обратной связи и напоминаю, что именно с его помощью у вас есть шанс стать счастливым обладателем VIP-клиента клубной карты фитнес-клуба «Сталь». Для этого вам нужно написать нам, почему именно вы достойны быть ее обладателем. Отправляйте нам в телеграм-канал «Утро Якутия», а также по номеру телефона 8 914 273 44 88. А теперь давайте узнаем, что произошло, пока мы с вами спали. Российским туристам, получившим шенгенские визы в любую из стран Евросоюза, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию. Ранее такое решение приняли страны Балтии, Польши и Финляндии. Эксперты перечислили признаки на потребность в срочном отпуске. Поэтому, друзья, берите на заметку, не оттягивайте с отдыхом, загибайте пальцы, если у вас есть все перечисленные симптомы. Вам срочно нужно в отпуск, если вы вспыльчивы и часто теряете самообладание. Присутствует тяга к нездоровой пище, вы испытываете постоянное чувство скуки, а также регулярную усталость и утомляетесь. Слишком обращайте внимание на незначительные проблемы. Итак, друзья, пишите, кто сколько симптомов у себя обнаружил. Ну и, конечно же, идите к руководителю и говорите о том, что вам пора в отпуск. Двигаемся далее. Пожилая японка оплатила фейковому русскому космонавту возвращение на Землю. Японка познакомилась с русским мужчиной в мессенджере Line. Фейковый космонавт признался в любви японки и предлагал ей даже жениться. Ради этого он был готов бросить свою мечту детства – космос. Космонавт попросил у женщины деньги на оплату ракеты для возвращения на Землю. Японка перевела 4,5 миллиона йен, что в переводе около 30 тысяч долларов. Он попросил еще, так как денег на ракету не хватило. Японка обратилась в полицию. В общем, друзья, даже если вы хотите найти свою вторую половинку, будьте внимательны. Вряд ли ваша половинка находится где-то в космосе. Скорее всего, она ходит с вами на одной планете и даже в вашем городе. В московском зоопарке приютили венценосного голубя, изъятого у контрабандистов. Пернатого обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе. Голубя поселили в доме птиц в московском зоопарке. Его соседи – фиолетовые турака, фазаны аргус, черногребенчатые голуби и большой крысиный кенгуру. Венценосные голуби – эндемики Новой Гвинеи. Вид занесен в Международную Красную книгу в категорию уязвимых. Ну и самое время, друзья, узнать, какая же погода за окном и что нас ожидает сегодня в течение дня по прогнозам синоптиков. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 1,3 градуса ниже 0. В заречной группе прохладно – -3, -11. В это утро в южном районе в Нерюнгре 0 градусов, в Алдане +1. В Вилюйской группе гораздо теплее. +1, +3 градуса. В Нижнеленских 2 градуса мороза. В западных от 0 до +1 градуса. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро теплее всего в Уснере -9 градусов. Более прохладно в Хану -18 градусов. В Вятских 19-22 со знаком минус, на северо-западе от 0 до 2 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 2 градуса ниже 0. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер подует восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке от 0 до +2 градусов.
На календаре 13 октября сегодня отмечается Всемирный день неудачников. Да-да, друзья, вы не ослышались. Неудачники, это довольно обидное слово, но стоит ли его так опасаться? На самом деле не все так серьезно, и любой здравомыслящий человек знает, что неудачи случаются абсолютно у всех. И именно они делают нас сильнее, заставляют смотреть на жизнь под другим углом и что-то менять. И не забывайте, что за черной полосой всегда следует белая. А далее ознакомимся с другими датами и событиями этого дня. На календаре 13 октября и в этот день отмечают Международный день по снижению риска бедствий. По народному календарю в этот день отмечается память Михаила, святого Русской Православной Церкви. На Руси был интересный обычай. В день Михаила молодые девушки сжигали свои соломенные постели. По соломе, вытрясенной из матраса, сулили о здоровье его владельца. Приметы. Если первый снег выпадал на Михаила, значит зима настанет еще не скоро. В этот день в Италии и других католических странах юлианский календарь был заменен на григорианский. Заложен первый камень в основании резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться Белым домом. Гринвич утвержден как место происхождения нулевого меридиана. Советские войска вступили в Ригу. Челябинск стал городом-миллионником. Родились в этот день Петр Бартенев, русский историк и литературовед, зачинатель пушкиноведения. Саша Черный, русский поэт и прозаик, эмигрант. Энжени Каттон, французская женщина-физик, основательница Международной демократической федерации женщин. Вадим Матросов, советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании. Саша Барон Коэн, британский комедийный актер, обладатель премии Грэмми. Пол Пирс, американский баскетболист, чемпион NBA. Именины празднуют Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен. Напомним, что проект закона о кредитных каникулах для мобилизованных россиян и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, принят. О том, как работает закон и кому полагаются кредитные каникулы, мы поговорим с руководителем юридической компании «Ваш юрист» Нюргун Ефремов. Доброе утро. Доброе утро. Для начала давайте разберемся, что под собой подразумевает кредитные каникулы. Что это такое и кому они полагаются? Кредитные каникулы – это, можно сказать, отсрочка от выплаты обязательств по кредитам на действие этих кредитных каникул, то есть действует эта отсрочка. Вот. Кому полагается? То есть раньше, до 30 сентября, на кредитные каникулы могли рассчитывать все граждане, да, подпадающие под эти условия, но в настоящее время действие закона закончилось, и сейчас вступил новый закон кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Угу. Кредитные каникулы, на какой срок они рассчитаны? Но если брать мобилизацию, то на срок нахождения на спецоперации. Вот. А если брать граждан, да, сейчас тоже кредитные каникулы, они есть, то есть банки уже сами могут принимать решения и одобрять кредитные каникулы. А там сроки до полугода. Угу. Часто ли одобряют решения о даче вот этих кредитных каникул сами банки? Ну, тут зависит вообще от того, как человек, правильно ли обратиться, да, в банк. То есть это нужно делать обязательно в письменном виде, все фиксировать. Но скажу так, что банки отказывают зачастую. Угу. А какие есть причины для того, чтобы эти кредитные каникулы получить? Ну, гражданин должен подходить под условия кредитных каникул. То есть, самое основное – это снижение либо потеря дохода. То есть финансовое положение должно быть ухудшено у человека. То есть в этом случае он может рассчитывать на кредитные каникулы. Но опять же повторюсь, что это право банка на сегодняшний день. Банк не обязан давать кредитные каникулы. Если так получилось, что банк отказал, куда обращаться в этом случае? Что делать? Я еще раз повторюсь, что нужно правильно обратиться в банк, да, в письменном виде, написать заявление, приложить все подтверждающие документы по заработной плате, может быть, по состоянию здоровья и так далее. Да. Если же банк отказал, есть различные способы решить проблему, да. Там есть реструктуризация в банках, то есть это изменение тоже графика, да, в меньшую сторону, то есть там платеж может быть меньше. Также есть закон о банкротстве физических лиц, некоторым гражданам он тоже подходит.
Вот, и зачастую помогает тем, у кого сложная финансовая ситуация. Что касается граждан, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, кредитные каникулы полагаются только им, если они являются, у них есть Мгм. кредит, или же их семья также попадает под вот эти вот условия? Да, члены семьи тоже подпадают под эти условия, могут рассчитывать на кредитные каникулы. То есть здесь тоже необходимо обратиться в банк, да, предоставить справку, документ, подтверждающий, что человек мобилизован. Также это может сделать родной человек, и закон не подразумевает, что необходима доверенность. То есть нужно подтвердить факт родства. То есть это может быть сделать супруга, да, то есть предоставив свидетельство о браке. Меняются условия вот этих кредитных каникул, если Да, получает их семья. все верно, да, условия меняются, то есть на время самой нахождения человека на спецоперации, да, на мобилизации, то есть не начисляются, нет, проценты начисляются, да, все равно. То есть кредитные каникулы, они не уменьшают сумму кредита, там, сумму задолженности и так далее. То есть просто это такая отсрочка. То есть потом эти проценты все равно начисляться будут. То есть в это будущем. не идет заморозка всего кредита на Да. определенный срок? Идет перерыв такой. На время, например, на полгода дается перерыв. То есть в это время можно не производить платежи, да, но начисление процентов, они все равно будут происходить. По каким кредитам подразумевается возможность кредитных каникул? В настоящее время это потребительские кредиты и также ипотека тоже. Если человек брал займ, Мгм. Займ, банки не дают займы, то есть займы, наверное, какие-то микрофинансовые организации, нет, допустим. у них такого нет, кредитных каникул. То есть это должен быть официальный кредит, Да. подтвержденный одним из банков Российской Мгм. Федерации. Опять же, можно все равно обращаться, если это микрозаймы, тоже в письменном виде просить об отсрочке тоже, могут тоже предоставлять. Мгм. В каких случаях требуется помощь юриста при отказе выдачи кредитных каникул? Вообще я всегда рекомендую обращаться к юристам. Сейчас у многих юристов бесплатные консультации есть. Поэтому, если консультация бесплатная, вы получаете информацию полезную, да, и можете уже ее применять. То есть не обязательно пользоваться услугами в данном вопросе юриста. То есть достаточно получить просто квалифицированную консультацию. Мгм. Большое вам спасибо за такую интересную и полезную беседу. Я думаю, многие взяли ее на карандаш, отметили для себя что-то важное. Ну и, конечно, спасибо, что в это утро вы нашли время и пришли к нам. Спасибо вам. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Строительная готовность республиканского онкологического диспансера в Якутске составляет 80%. Объект планируют сдать в четвертом квартале 2023 года. Общая площадь диспансера со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч квадратных метров. Здание состоит из 4 блоков, основной объем четырехэтажный. Центр будет отвечать всем требованиям международного стандарта, в составе которого будут открыты 4 отделения хирургического профиля, где планируется выполнение до 4000 операций в год, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Кинокомпания «Саха-фильм» возглавила кинокомиссию Дальневосточного федерального округа. На сегодняшний день на Дальнем Востоке вырос интерес к киносъемкам со стороны российских и зарубежных режиссеров. Интенсивное развитие киноиндустрии наблюдается в нашей республике. По итогам первого заседания художественного руководителя «Саха-фильм» Алексея Романова избрали председателем комиссии. Теперь кинокомиссия займется созданием на территории Дальнего Востока условий для развития кинематографа, включая подготовку кадров, выборе локаций для съемок фильмов, представлением их интересов в международных кинематографических ассоциациях. Это для нас, конечно, большая честь, скажем так, да, и большая ответственность. У нас материально-техническая база будет более такой обширной, то уже давать в аренду аппаратуру, специалистов, возможно, своих же привлекать там, и так далее. То есть у нас должна быть база данных какая-то, картотека локаций, какие кинематографисты работают, какие компании с нами работают. Вот в таком плане. В принципе, это очень интересный проект. Начало, мне кажется, достаточно воодушевляющее. Посмотрим, как получится.
В Якутии стартовал прием заявок на образовательную программу «Киномания». Обучение организуется Малой академией наук совместно с парком будущих поколений. «Киномания» позволит детям попробовать себя в роли продюсеров, актеров, сценаристов, звукооператоров, создавать свои съемочные группы. Для ребят организуют интересные лекции, встречи и мастер-классы с известными деятелями киноиндустрии. Обучение могут пройти учащиеся 8-11 классов. Участникам необходимо пройти конкурсный отбор в виде мотивационного письма. Итоговые работы школьники представят на детском фестивале короткометражных фильмов «Киномания». Детский сад «Теремок» в Верхневилюйске ведет работу по федеральной программе «От рождения до школы» и по региональной программе «ТАСХОЛ». Помимо этого, сад работает в инновационном режиме и включен в республиканский проект «Одаренный ребенок». Дошкольное учреждение открылось в марте месяце этого года. Его посещают 180 воспитанников. В просторных кабинетах дети не только играют в различные игры, но и развивают свои способности, создавая мультики. Для этого приобретено соответствующее отечественное оборудование. Также имеется кабинет музыки. В нашем детском саду работают такие специалисты, как инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, тьютор, логопед. Кабинеты группы полностью оснащены, они очень просторные, красивые. Детский сад полностью оснащен игровыми площадками. Во время прогулки дети выходят и играют в различные подвижные игры, проводятся различные соревнования, различные веселые старты. Большое спасибо, Кристина. Ну а сейчас мы вновь представляем нашу постоянную рубрику «Пусть мама придет». И спешим познакомить вас с добрым, открытым мальчиком, которому нужна семья. Это Рома, ему 12 лет, и он очень хочет обрести маму и папу. Знакомьтесь, Рома. Ему 12 лет. У мальчика много увлечений. С удовольствием он играет в шашки. Любит Рома читать стихотворения. Когда я взрослым стану, я все позволю сыну, руками есть сметану и прыгать мне на спину, валяться на диване, на стенке рисовать, жука хранить в кармане, лица не умывать, кричать по лужам бегать, спилить у стула ножки, не спать и не обедать, сказать верхом на кошке, крутить в часах пружину, пить воду из-под крана. Я все позволю сыну, когда я стану взрослым. Рома немного стеснительный, но, как и у всех детей, у него есть своя мечта. Ром, а ты знаешь, зачем я тебя снимаю? Зачем? Мы хотим, чтобы ты попала в семью. Ты хочешь попасть в семью? Хочу. Вот. Расскажи, Ром, а в какую семью ты бы хотела попасть? В многодетную. Ром, а вообще что такое семья, как ты думаешь? Ну, это мама и папа, и братья, и сестры. Ром, а мама какая должна быть? Добрая. А что бы ты хотел, чтобы мама для тебя делала в твоей семье? Чтобы ухаживала за мной. А папа какой должен быть? А папа, чтобы помогал мне с уроками. Мы надеемся, что Рома, добрый, светлый и открытый мальчик, обретет семью, большую, дружную, которая станет родной для нашего Ромы. Четыре якутские гимнастки занимаются в подмосковном центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди них и лидеры якутской сборной Зарина Борисова и Дарья Христофорова. Девочки готовятся к соревнованиям. Основная задача, которую ставят сейчас тренеры, это защита титулов на дальневосточном уровне и попадение на чемпионат России. О том, как проходят тренировки, в нашем следующем сюжете. Еще больше. А почему третий прыжок на месте? Каждый прыжок двигаться надо.
Разминка, растяжка, отработка элементов с предметами, прогон выступлений. 6 дней в неделю девочки проводят на ковре. Тренировка длится по 5 часов. Все ради идеального выступления на соревнованиях. Это тяжело. Каждый день заставлять себя приходить в зал. Это нужно иметь очень большую любовь в художественной гимнастике, чтобы каждый день преодолевать себя, приходить в зал, начинать сначала. То есть возвращаться к каким-то ошибкам, что-то не получается, это вот все отрабатывать. Но это в то же самое время приносит очень большое удовлетворение, когда на соревнованиях у тебя это все складывается, получается, ты видишь результат своей работы. Зарина Борисова – одна из лидеров якутской сборной. Художественной гимнастикой она занимается с 5 лет. В ее копилке медали различных российских турниров. И каждый из них – это и радость, и испытание. Вот когда большие, ну, мне страшно, там, не очень как-то. А вот когда обычные, я люблю. Когда важное соревнование, ну, не знаю, надо же хорошо сделать там. Вот, боюсь уронить, там, за площадку выйти. Вот когда я выхожу, мне очень страшно, а когда я начинаю упражнения, мне уже не страшно. Залог успеха – это тренировки. Все наши 4 якутские юные гимнастки, которые занимаются в подмосковном центре, это хорошо понимают. И готовы выйти на ковер в любой ситуации, чтобы побеждать в будущем. Естественно, желание, характер, чтобы вот я хочу это сделать, мне нужно это сделать. А не получается, ну и ладно. Обязательно, чтобы вот я должна это сделать. Желание, стремление. Якутская федерация художественной гимнастики проводит большую работу по развитию этого вида спорта в республике. И здесь немало задач, которые нужно решать. Первое – это все-таки формирование тренерской команды, большой, хорошей, сильной. Мы это будем делать и самостоятельно, и, конечно, очень сильно рассчитываем на помощь нашей Всероссийской Федерации и нашей ульяновской базы партнеров. Вторая задача – это качественная подготовка спортсменов. Третья задача – это вопросы развития инфраструктуры. Очень специфический вид спорта, который требует помещения определенных стандартов, как, например, высота потолков не ниже 13-14 метров. И поэтому мы последовательно работаем с региональными властями по поддержанию и созданию специализированной инфраструктуры. Впереди у якутских гимнасток еще много работы, сложные соревнования. И можно быть уверенными, их ждут и новые титулы, и новые победы. Максим Кардозу, Джур Березкин, Московская область. Пожелаем спортсменкам удачи на предстоящих соревнованиях. Совсем юные, а уже такие сильные духом. И, кстати, у них, как и у спортсменов, напрямую знакомы с постоянными они перелетами и дальними дорогами. Но многим из нас хоть раз в жизни доводилось ездить на такси в дальние командировки или даже до места отдыха. И если вам это только предстоит, помните, что поездка в дальнюю дорогу требует ответственной подготовки. Вне зависимости от того, путешествие это на автомобиле, поездка ли в автобусе, нужно решить, что взять с собой на перекус в дорогу. Надеемся, что предложенный нам список будет для вас интересным и полезным. Думаю, многие из наших телезрителей хоть раз передвигались по республике на междугороднем такси. Ну а кому-то только предстоит это сделать. Этот сюжет будет полезен и тем, и другим. Хотелось бы дать несколько советов, что нужно брать с собой в дорогу. Ваш основной багаж, скорее всего, будет находиться на багажнике, либо будет в труднодоступном месте. Поэтому с собой нужно иметь небольшую сумку с необходимыми вещами, которые могут вам пригодиться в пути. Например, теплая куртка или кофта, дорожный перекус, вода, влажные салфетки. Желательно взять с собой туристическую подушку, которая позволит вам более комфортно спать в кресле такси. Да и вообще можно поехать в путь не выспавшимся, так как во сне дорога проходит гораздо быстрее. Если вы не страдаете от укачивания, то можно закачать фильмы в смартфон и взять наушники. Это тоже украсит вашу дорогу и не даст скучать. Более подробно хотелось бы остановиться на питании. Даже если вы планируете находиться в дороге меньше суток, еда должна иметь длительный срок хранения. Следует брать с собой только те пищевые изделия, в результате употребления которых образуется минимум отходов. Не следует комплектовать рюкзак с питанием блюдами, вызывающими дискомфорт в желудке. За 24 часа желудок, как правило, требует как минимум 3 приемов пищи. Необходимо учитывать то, что частота приемов пищи, а значит и общее количество потребляемого, зависит от времени суток, в которое планируется поездка. Днем в пути есть хочется чаще, чем ночью. Для того, чтобы рассчитать количество продуктов на семью, следует умножить стандартное количество приемов пищи в сутки для одного человека на число собирающихся в поездку членов семьи. Что можно брать?
Консервы, кроме шпротов, не открытые. Сухие закуски – это сушки, бублики, крендельки, сухарики, чипсы, галетное печенье, хлебцы, семена тыквы, несоленые орехи, злаковые или фруктовые батончики, сухофрукты, высушенные ягоды. Нарезной хлеб, сухие сырокопчености. Имбирное или овсяное печенье справится с симптомами укачивания, оставит после себя долгое ощущение сытости. Кроме того, не возбраняется класть в рюкзак с питанием некоторые блюда, например, запеченное в духовом шкафу или хорошо прожаренное мягкое мясо, сваренный в кожуре или запеченный картофель, сваренный вкрутую куриные яйца, бутерброды с овощами и ростбифом или мясом индейки, курицы, плавленным сыром, без майонеза, масла и колбасы, а также макароны. Сваренные яйца, картофель в мундире, семена тыквы, орехи можно очистить до поездки. Приготовленное нужно съедать в первые 6-8 часов пути. Лучше всего пить только негазированную чистую воду. Это объясняется тем, что сладкие напитки, это соки, различные газированные жидкости, утоляют жажду только в момент их употребления. Несколько минут спустя вам снова захочется пить. Во время движения транспортного средства употребление горячего питья без применения емкостей, исключающих проливание жидкостей, становится небезопасным. Возьмите с собой термос с горячим напитком. Во время остановки в кафе можно попросить дополнить термос кипятком. В дороге удобнее пить чай с кусковым сахаром. По пути обязательно будут остановки в придорожных кафе, поэтому на всякий случай возьмите с собой наличку. Будет неприятно, если из-за неработающего терминала вы не сможете поесть. Поездка на такси пройдет легче, если вы будете относиться к ней как к мини-путешествию. Держите наготове свой смартфон, чтобы сделать интересные фото на остановках или вот такие случайные видео. Тем временем юристы рассказали, за что могут штрафовать на заправке водителям за нарушение на АЗС, включая правила противопожарной безопасности. Им грозит штраф или арест, рассказали агентству Prime юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев. Эксперт подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности. Например, водитель, закуривший на территории АЗС, может быть привлечен к административной ответственности. Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от 500 до 1500 рублей. Также штраф грозит водителям за заправку транспортного средства с работающим двигателем, ремонт автомобиля на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и других нарушений. Любые вредные привычки негативно сказываются на нашем здоровье. Об этом нас всегда предупреждает Минздрав. Зрение – один из важных органов чувств, о сохранении которого следует беспокоиться всю жизнь. К сожалению, не в наших силах противиться природе. Но если вы с рождения зрение здорово у вас, и если вы хотите беречь свои глаза, что называется с молоду, то напомню, что сегодня, в День всемирного зрения, в нашей студии хирург-офтальмолог, аспирант НИИ глазных болезней имени Краснова города Москвы Георгиев Стефан. Доброе утро. Доброе утро. Для начала расскажите, вот мы подразумеваем, что нет такого универсального средства защиты для глаз для каждого человека, но тем не менее существуют какие-то эффективные способы профилактики или как можно сохранить с раннего возраста зрение в хорошем состоянии. Большинство офтальмологических патологий прогрессирует достаточно сильно от ультрафиолетового света. И, в принципе, ношение солнцезащитных очков достаточно благоприятно влияет и является хорошим способом защиты
глаз от как раз ультрафиолетового света. Это важно понимать, во-первых, то, что существуют различные солнцезащитные очки. Есть солнцезащитные очки, у которых на самом деле нет солнцезащитного фильтра, если это какие-то совсем дешевые очки, которые не имеют сертификации и каких-то стандартов качества. Поэтому очень важно покупать очки именно в оптиках и понимать, что они обладают таким фильтром. Но для многих из нас, то есть солнечно-защитные очки, мы приобретаем именно в летний период времени. Но жители дальних районов, особенно районов тундры, Арктики, у них очень яркое солнце и абсолютно белоснежный снег. То есть их зрение страдает также и в зимний период времени. Конечно, в зимний период времени оно может даже страдать значительно сильнее, поскольку солнечные лучи отражаются также и от снега и усиливают как раз влияние на глаза. Значит, еще из факторов защиты, я бы сказал, гигиену органа зрения, то есть, скажем так, важно делать перерывы во время пользования компьютерами и больше заниматься спортом. Потому что именно во время занятия спортом глаз смотрит вблизь, вдали, у него меняется фокусное расстояние, происходит какая-то разгрузка, и это очень важно для зрения. Наиболее такими, скажем, тренирующими видами спорта являются обычно бадминтон или теннис, то есть где нужно следить за мячиком, который отдаляется, приближается, и это как бы очень важно для глаз. Что касается нынешних реалий, время пандемии, как раз-таки, когда многие из нас проходили обучение по Zoom и прочее, как раз-таки увеличился ли число заболевших, ну или обратившихся с проблемами по зрению в офтальмологические клиники за этот период? Очень часто сейчас к нам приходят пациенты именно с жалобами, которые свойственны как раз тем, кто смотрит на близкое расстояние. То есть это спазм аккомодации. То есть у пациента из-за того, что постоянно зрение вблизи, да, у нас есть естественный наш аппарат, который позволяет фокусировать вблизь и вдаль. Он получает свою функцию за счет мышц, которые сжимают хрусталик. Хрусталик — это наша биологическая линза. Из-за того, что он ее сжимает постоянно, мышцы спазмируются. И получается то, что это приводит к тому, что даже когда мы хотим посмотреть вдаль, фокусное расстояние остается вблизи. И то есть это такой получается ложный минус, то есть ложная близорукость. Она снимается каплями, и в принципе она диагностируется на осмотре у офтальмолога. Оптимальное время нахождения, работы за компьютером или также проведения времени в социальных сетях, какое оно? Вообще это зависит от возраста. Скажем, там, с 1 по 3 класс, насколько я помню, это 25 минут в день максимальное пребывание за компьютером. После 4 класса около 30 и после 7 около больше 40 минут, по-моему, вот так. Что-то примерно в этих цифрах. А для тех, кто работает постоянно за компьютером? Нужно делать перерывы хотя бы раз в 40 минут, для того, чтобы разгрузить все-таки вот как раз вот эту аккомодацию. Плюс еще ко всему во время того, когда мы смотрим на компьютер, происходит постоянное мерцание картинки, и из-за этого снижается частота моргания. Поэтому стоит использовать увлажняющие капли для того, чтобы не развивался синдром сухого глаза. Какие есть, может быть, базовые упражнения, которые можно в течение дня делать для того, чтобы как раз-таки сделать гимнастику глаз и дать ему расслабиться, отдохнуть? Я думаю, что все-таки лучше найти какое-то время для того, чтобы сходить там, на теннис или бадминтон, там, для того, чтобы, скажем так, разрядиться эмоционально и потренировать лишний раз глаза. То есть, в принципе, какой-то такой универсальной зарядки для глаз, конечно, есть различные методы тренировки глаз, когда смотрят, например, делают точечку на стекле и смотрят сначала на точку, потом вдаль. Но учитывая то время, которое мы будем уделять гимнастике для глаз, и то время, которое мы проводим за компьютером, это абсолютно несоотносимые между собой интервалы времени. И получается то, что разгрузка все равно не наступит после этого. На сегодняшний день спрос на лазерную коррекцию зрения, он значительно вырос. Вот всем ли она подходит? Лазерная коррекция зрения не подходит людям с относительно тонкой роговицей, относительно их миопии. То есть во время лазерной коррекции зрения происходит выпаривание определенного слоя роговицы для того, чтобы изменить ее преломляющую способность.
То есть получается, что мы формируем другой профиль роговицы. Значит, за счет этого при различных степенях близорукости и толщины роговицы, да, должно совпадать, чтобы у нас не оставалось слишком тонкой роговицы. Потому что тонкая роговица приведет к серьезным осложнениям, с которыми уже очень сложно бороться. Поэтому офтальмолог обязательно проводит обследование полное и производит предварительные расчеты и считает, остается ли достаточное количество роговицы или нет. А как долго проходит восстановление зрения после лазерной коррекции? Это зависит от типа лазерной коррекции. При разных случаях возможны разные методики проведения хирургии. И, скажем так, после некоторых это возможно несколько дней, а после, скажем, других типов это может быть до месяца. То есть сама операция, она может быть разная для каждого индивидуально? Да, для каждого индивидуально. И нет какой-то универсальной методики, которая наиболее лучшая для глаза. Все-таки в разных случаях стоит использовать разные методики. Что касается возраста, с которого уже можно обращаться к офтальмологу для анализов, для прохождения консультаций по поводу лазерной коррекции? Считается, что рост глаза останавливается где-то в 21 год. Именно рост глаза приводит к тому, что усиливается близорукость, то есть становится минус больше. 1 миллиметр роста глаза равен почти 3 диоптриям измененной близорукости. И, скажем так, если это ранний возраст, то есть где-то 21 год для коррекции, то я бы, наверное, сделал в этом случае сначала одно обследование, потом через год бы повторил. И если нет никаких изменений в течение года, то только после этого бы взял пациента на лазерную коррекцию. Бывает ли такое, что после одной коррекции требуется вторая? Бывает, что до коррекции требуется. Это зависит, во-первых, от профиля роговицы. И чаще всего доктор предупреждает о том, что такая вероятность возможна. А какие точные ограничения есть? Может быть, какие-то вредные привычки, пищевые привычки у людей, которые подразумевают, что людям не подойдет этот тип операции? И вообще, за какое время стоит готовиться морально и физически? Морально готовиться, это зависит все-таки от каждого пациента. Кто-то не подготовится морально и совсем к операции, все равно не придет, убежит. Но, скажем так, в принципе, операция является уже такой достаточно высокотехнологичной, и после нее период реабилитации небольшой совершенно. Из ограничений это чтобы не попадала никакая жидкость в глаза, потому что это может привести к таким совсем плачевным результатам. То есть никаких бань, никаких саун, бассейнов и прочих банных процедур, ничего это не нужно. Значит, из того, что еще очень важно, это ограничение физической нагрузки. Все-таки операции лоскутного типа — это когда формируется сначала лоскут на роговице, то есть делается срез лазером, потом откладывается лоскут, и внутри происходит сама операция выпаривания роговицы. Лоскут укладывается на место. Соответственно, при каких-то травмах может этот лоскут отойти. И все-таки давайте, подведя итог нашей беседы, как сохранить то зрение, которое у нас уже есть? Нужно регулярно заниматься спортом, сохранять здоровый образ жизни, поскольку, скажем, в возрасте курение достаточно сильно усиливает процессы возрастной макулярной дегенерации, развития катаракты. Это достаточно серьезные заболевания, от которых страдает именно возрастное население, и все-таки это для них очень важно. Большое вам спасибо, Стефан, за такую полезную, интересную беседу. Я думаю, многие, которые смотрят нашу программу, они подчеркнули для себя что-то новое. Тем более, что каждый из нас имеет право видеть и видеть хорошо. И для того, чтобы смотреть нашу программу. А неблагоприятная экологическая среда, новые заболевания, вредные пищевые привычки, они негативно влияют не только на зрение, но и в целом на весь организм человека. И в первую очередь страдают репродуктивные функции. Миллионы современных пар в мире не могут иметь детей, и к ним на помощь приходит медицина. В нашей постоянной рубрике «Моя профессия» мы познакомим вас сегодня с врачом-эмбриологом Национального центра медицины Галиной Амосовой. Я была терапевтом, но в 1991 году я поступила на работу в медцентр.
Это почти что 30 с лишним лет тому назад. В 1991 году, 3 сентября, они взяли меня на работу и отправили на учебу. В Рязани была там 2 месяца, проходила переобучивание от терапевта в клиническую лабораторную диагностику. И в 1992 году я посмотрела по телевизору медсовет, и там Прокофьев Николаевич Яковлев, наш первый директор медцентра, рассказывал, что будет детский центр, и там будет отделение именно консультации репродукции человека. И там будут заниматься инсеминацией. И я подумала, мне надо туда. Училась у Бориса Леонова. Это наш первый эмбриолог, который получил в Советском Союзе первого ребенка ЭКО. И в 2003 году у нас первый раз получился ЭКО. И в 2004 году у нас родился первый ребенок. 289 родов у нас было, 318 детей. Потому что у нас много было и двойни, и тройни. Последние годы у нас, конечно, количество становится все больше и больше, потому что медицина не стоит на одном месте. Она развивается, получается, производятся новые среды питательные, они разные, они более совершенные. Оплодотворение у нас зависит от мужского фактора. Если спермограмма мужчины позволяет нормальными отношениями, соотношениями, мы делаем простое ЭКО. Тогда мы яйцеклетки просто пускаем сперматозоидов, и они там сами оплодотворяются. В других случаях, когда идет мужской фактор, когда у него количество сперматозоидов мало, подвижность слабая, мы делаем ИКСИ. Вот на этом аппарате у нас имитированный микроскоп, и здесь мы один сперматозоид прямо ловим хорошими морфологическими данными, и вводим цитоплазму яйцеклетки. Я работаю без субботы и воскресенья. У нас каждый день что-то идет, потому что клеточку берем, мы с ней 6 дней работаем с этой клеточкой, Даже вот аппарат, когда у нас капризничает, все не получается. Даже доходит до слез, но все равно ты работаешь. Все эмбриологи такие, они все упертые такие. Я считаю, что мы дарим людям счастье. Счастье быть матерью, отцом. Это же великое счастье, которое есть на нашей земле, Я очень люблю свою работу и горжусь своей работой. Друзья, это замечательно, когда человек любит то, чем он занимается. Я думаю, друзья, самое главное, это, конечно же, залог доброго утра. Просыпаться с хорошим настроением, ловить правильный настрой, любить свое дело и желание дарить людям радость и счастье. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы, которые расскажут о новостях республики, страны и в мире. Получившим увечья в ходе военной операции гражданам предложили выдавать жилье без очереди. Такую инициативу намерена внести комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Квартиры будут выдавать тем, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы. Жители многоквартирного дома по улице Кальвице получили компенсационные выплаты. Восстановление прав обманутых дольщиков реализовано компанией «Фонд развития территорий». В конце сентября определение суда вступило в законную силу, что явилось основанием для исключения объекта из реестра проблемных объектов. Ранее застройщик «Строймонтаж-2002» не исполнил взятые на себя обязательства. 193 дольщика не дождались своих квартир. Объект был включен в единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением сроков завершения строительства. В феврале 2021 года застройщик был признан банкротом арбитражным судом Якутии. В городе Вилюйске завершается реконструкция котельной в новом микрорайоне Кетех. В рамках данных работ были добавлены новые котлы, вспомогательное оборудование. Это увеличит мощность котельной, позволит подключать новых абонентов и повысит надежность котельного оборудования. Реконструкция ведется за счет средств администрации Вилюйского УЛУСа. Филиал ГУП ЖКХ обслуживает 52 котельные. Сейчас в данный момент идет реконструкция котельной Кетех, то есть она идет параллельно, без остановки котельной. Увеличивается ее мощность до 17 мегаватт. По началу отопительного сезона задержек никаких не было.
Отопительный сезон начался своевременно, 7 сентября. Все объекты были запущены. В городе Вилюйске, вообще по Вилюйскому улусу, было отремонтировано около 2 километров тепловых сетей, 500 метров водопроводных сетей. Была произведена замена 5 котлов и 10 насосов. Заречная сторона улуса полностью обеспечена топливом до 15 января. Поэтому считаю, что никаких проблем в прохождении отопительного сезона у нас не должно быть. Цены на книги в России с начала года выросли на 15-20%. Изменения вызваны трудностями в отрасли, в том числе с импортным оборудованием. Владельцы типографии опасаются, что вслед за удорожанием книг может начаться снижение спроса на данную продукцию. Так, некоторые представители отрасли даже рассматривают в качестве возможного решения перенос печати книг и прочей полиграфической продукции за границу, например, в Индию, Китай или в Иран. По словам эксперта, это сейчас достаточно выгодно, поскольку текущий курс доллара не очень высокий. Однако при его росте выгода может пропасть. На днях труппа Саха Академического театра вернулась из гастрольной поездки, где открыла свой 117-й театральный сезон. Поездка состоялась в рамках программы Российского министерства культуры «Большие гастроли». Якутский театр показал свои спектакли на сцене знаменитого Александринского театра в Санкт-Петербурге. Затем коллектив отправился в столицу Калмыкии, город Элисту. А завершились гастроли в Москве, в легендарном Малом театре, где наши артисты показали знаковые репертуарные спектакли «Король лир» и «Алитет уходит в горы». Московская публика, конечно, встретила нас очень тепло, радушно, потому что все-таки тема Арктики – это сейчас актуальная самая тема, глобальная тема. И про малочисленных народов тоже для них было смотреть очень интересно. То есть этот простор, море, тундры, вот, то, что вот колорит такой. К этому часу у нас вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Большое спасибо, Кристина. И еще одна хорошая новость. Кинокомпания «Саха Фильм» запускает еженедельную акцию «Кино для всех» в рамках 30-летия кинокомпании. В рамках акции состоятся бесплатные показы классических якутских фильмов, которые подарят вам добро, искренность и любовь к своей родине. Сеансы состоятся еженедельно по понедельникам, вторникам и средам с 12 часов. С чего нам ждать в этот премьерный четверг, расскажет Катерина Винокурова. Доброе утро! Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена». Остросюжетный триллер про выживание в экстремальных условиях «Вершина страха». Как говаривал Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, и страшнее, пожалуй, тоже. Лишь самые смелые и отчаянные бросаются покорять новые высоты. О таких людях и рассказывает драма «Вершина страха» с Райаном Филиппом в главной роли. Это история о группе молодых экстремалов, решивших покорить одну из наиболее опасных гор в Альпах, где уже немало альпинистов рассталось с жизнью. Мужчины не намерены отступать, но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, который превратит их и без того опасное путешествие в борьбу со смертоносной стихией. Съемки картины проходили в реальных экстремальных условиях среди самых высоких альпийских гор и потрясающих видов. Также в кинотеатре «Лена» продолжается экранизация знаменитого романа пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» и якутская кинокомедия режиссера Романа Дорофеева «Зина и Леха. Операция «Хвост и вымя». На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра.
Осень – это время утепляться, и делать это надо красиво. А чтобы быть в тренде, не нужны огромные деньги. Нужно только желание выглядеть эстетично и стильно. Впрочем, наш стилист вам сейчас все объяснит. Этой осенью актуально все. Почти нет никаких ограничений. Главное, конечно, это тепло, да, и наше с вами здоровье. Вот, поэтому нужно обязательно обращать внимание на интересные вещи, которые могут отразить индивидуальность. Интересный комбинезон в стиле милитари. Милитари тренд, он достаточно долговечный, долгоиграющий. То есть, приобретая комбинезон сегодня, вы точно можете знать, что через 3 года он будет также актуален. Особенность комбинезона в том, что вы можете носить его по-разному. То есть, как с каблуками, сочетая грубыми ботинками. Комбинезон хороший в сочетании с вторым слоем. Например, это водолазки, как в данном случае из трикотажа, или же футболки различного рода лонгсливы. То есть он дает возможность его утеплить. Ну и, конечно, это всегда готовый цельный образ вверх и низ. Не стоит задумываться, в чем же идти. Один комбинезон решает сразу несколько задач. Трикотажные тельняшки – это двойной тренд, обязательно обращайте на него внимание. Также замок на горле – это отсылка к 80-м, также сейчас очень актуальны. Поэтому попробовать носить такой свитер в сочетании с привычными джинсами, с различного рода брюками палаццо, возможно. Такая тельняшка здорово подойдет даже к брюкам-джоггерам, то есть таким спортивным историям. Здесь мы выбрали такую вот клетчатую юбку. Сейчас клетка также актуальна, есть тренд на стиль преппи, это стиль американских студентов. Вот, можете такого рода юбки сочетать как в офисных историях, так и в повседневных образах в стиле casual. Сочетать разные принты между собой также актуально. В осенний период стоит учитывать факт того, что нужно утепляться, ну и быстро преображаться. Например, если вы были на работе, да, в базовой голубой рубашке в сочетании, возможно, с какими-то офисными брюками, то можно всегда легко преобразиться, добавив ярких красок. Например, если в вашем гардеробе есть яркий кардиган, какой-то яркий интересный трикотаж или объемный свитер, то это будет отличным сочетанием, например, для сочетания с простой базовой рубашкой. Также есть один из интересных трендов, это сейчас заменять колготки лосинами. То есть вы можете выбрать любые лосины в зависимости от того, какой цвет вам нравится, и сочетать его с объемными ботинками. То есть лосины на данный момент могут быть отличной альтернативой колготкам. Во-первых, это тепло, во-вторых, это очень красиво. Очень актуальны сейчас образы в неформальной стилистике сочетать несочетаемое. Тут у нас юбка в достаточно романтичном стиле, но при этом выполненная из эко-кожи, плессировка с фланелевой рубашкой в зеленом цвете. Под низ у нас простая базовая футболка. Особенность этого образа в том, что он официально неформальный. Его можно носить как, допустим, на учебу, точно так же на прогулку и так далее. Но тренд на гранж – это именно суть в том, чтобы образ был максимально небрежным, но при этом выглядел достаточно эстетично. Наш заключительный образ на сегодня – это костюм трикотажный. Он выполнен из футера. Подобного рода костюмы теперь может носить каждый, независимо от того, где и когда он работает. То есть это теперь образ не только домашнего костюма, но и костюма практичного, костюма, в котором вам будет удобно находиться 24/7, как на прогулке с детьми, точно так же и, возможно, на работе в случае, если вы фрилансер. В времена фрилансеров такая одежда, конечно, максимально актуальна. Ну и кожаная куртка косуха. Косухи актуальны всегда. Это уже база, это уже то, что стало классикой. Но здесь мы предлагаем сочетать косуху в более интересном цвете, в пастельном оттенке, с приглушенным оттенком костюма. Это смотрится свежо, хорошо и по-новому. Пробуйте совершенно разные костюмы и образы этой осенью и оставайтесь в тренде. После того, как мы получили порцию стильных советов, друзья, самое время узнать, какая погода за окном. Именно ориентируясь на нее, вы всегда сможете контролировать свой гардероб. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 1,3 градуса ниже 0. В Заречной группе 3,11 мороза, в южных 0 градусов в Нерюнгри и +1 в Алдане. В Вилюйской группе от 1 до 3 градусов тепла, в Нижнеленских -2 градуса. В западных в это утро 0 +1, в Колымо-Дигирской группе улусов от 9 до 18 ниже 0, в Янских 19-22 мороза. На северо-западе в Соскалахе 0 градусов, -2 в Оленьке и Тильце. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -2 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 2 метра в секунду. Сегодня днем синоптики обещают небольшой мокрый снегопад.
на дороге гололедица. Ветер подует с востока с порывами от 3 до 8 метров в секунду, а днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке от 0 до 2 градусов тепла. Наш эфир подходит к концу. Друзья, я надеюсь, он был для вас интересным, информационным и полезным. А я напоминаю, что уже завтра мы узнаем имя победителя и кто же станет обладателем клубной карты фитнес-клуба «Сталь». У вас, друзья, еще есть возможность принять участие. Все, что вам для этого нужно, написать вескую причину, по которой вы должны стать обладателем сертификата на групповые тренировки. Ваши ответы креативные, интересные, убедительные можете отправлять к нам на наш номер, который видите на своем экране. 8 914 273 44 88, а также в телеграм-канале «Утро Якутии». Подписывайтесь и узнавайте последнюю интересную актуальную информацию. А мы с вами, друзья, прощаемся, но увидимся уже завтра. Всем хорошего дня, до свидания.